Однажды в Саянах. Татьяна Лисенкова. В моей записной журналистской книжке до поры до времени эти записи лежали не расшифрованными. Видимо, настало время. Итак, рассказ Евгения Владимировича У. из Новокузнецка. Этот случай произошел со мной и моим другом. В июне 1987 года в Саянах мы встретили снежного человека. Я любитель дикого туризма. Как обычно, с друзьями решили провести отпуск в тайге. На этот раз отправились из Абазы сначала на машине по трассе Абаза-Ак-Давурак, а потом в сторону, к горным озерам Маранкуль и Анзеркуль. Мы должны были идти в поход втроем, но, не дождавшись в назначенный день приятелей из Одессы, пошли вдвоем с Александром. Первую ночь провели в избушке у знакомого охотника-промысловика Феофана Малафеевича Иванова. У него же оставили записку и карту с маршрутом для друга. Надеялись, что он догонит нас на тропе. Помимо желания отдохнуть, нами двигал интерес отыскать в Гольцах мумию для себя, родных. После дня пути к вечеру мы сделали шалаш, накрыли его большим куском целлофана, настелили лапник и устроились на ночлег. Спать не хотелось. Мы разговаривали обо всем на свете, вспомнили и нашего друга, который, возможно, и догонит нас завтра. И тут, как бы подтверждая наши мысли, раздался свист. Так мог свистеть только человек. «А, вот и Женька!» – обрадованно сказал Александр. Мы тоже в ответ засвистели, на наш свист откликнулись. Как нам показалось, двое и совершенно в разных концах леса. Словно два человека пересвистывались между собой. Звук нам показался каким-то странноватым, затяжным. Трудно объяснить словами. Вот попробуйте свистнуть, выбрасывая воздух не из себя, а напротив, втягивая его в себя. Вот получается совсем другой оттенок звука. Мы еще посвистели, и нам начал кто-то отвечать. На этот раз один. По звуку слышалось, что он движется по направлению к нашему костру. Набросав в огонь побольше хвороста, мы стали ждать свистуна, но при этом уже поняли, что это никакой не Женька. Нас охватывало какое-то странное волнение. На всякий случай я поднял свою двустволку. Не выдержав, я вдруг резко громко свистнул в два пальца. Метрах в 30 от нас среди деревьев раздался треск ломающихся веток. Решив, что это медведь, мы не смогли уснуть до утра. Когда рассвело, осмотрели место, где ходил зверь. Там все было истоптано. Примята трава, сломаны хрупкие стебли черемши. Тогда мы единогласно решили, что нас беспокоил косолапый. При этом оставалась загадка, а кто же тогда свистел так странно? На следующий ночлег устроились на краю леса у подножия Гольца. Начал накрапывать дождь, усталость валила с ног, и мы решили лечь спать пораньше. Перед шалашом предусмотрительно зажгли большой костер. Как рассказывал потом Александр, он проснулся среди ночи от холода, вылез из палатки, чтобы подбросить в догорающий костер дров. Дождя не было. Небо разъяснило. Луна ярко освещала внизу ту долину, где мы останавливались прошлой ночью. Почему? Не знаю. Саша решил свистнуть. Лежа в шалаше, я отчетливо услышал ответ. Кто-то свистел леденяще пронзительно
совсем рядом. «Вылезай скорее и бери ружье!» – услышал я тревожный шепот друга. «А я без него и не выйду», – пронеслось в голове. Как по тревоге мы с другом офицеры. Я выскочил из шалаша, друг молча показывал рукой прямо. Я посмотрел, метрах в 15-20 от нашего костра стоял он. Существо не было похоже ни на человека, ни на зверя. Немного успокоившись, я стал рассматривать его. Рост за 2 метра, очень сильные длинные конечности. Одной рукой он держался за молодой кедр, а другая была опущена чуть ли не до колена. Шерсть при свете костра и яркой луны казалась серого, мышиного, шинельного цвета. На груди волосы были более темными. Потом мы уже решили, что это была мужская особь, мужик. Глаза у него светились, как обычно у дикого зверя, красноватым огоньком. Детали лица я не разглядел, но запомнил его прическу. Волосы со лба как будто были зачесаны назад. Друг попросил меня держать ружье на спусковом крючке, а сам медленно стал приближаться к нему. Я сказал, что если он сделает еще шаг, то я буду стрелять. Не знаю, сколько минут или секунд прошло, пока мы разглядывали друг друга, но страх прошел. Осталось только любопытство и желание запомнить все как можно четче. Вдруг существо начало беспокойно двигаться. То с одной стороны кедр выглянет, то с другой. Почувствовав, что он не агрессивен, скорее так же любопытен, как и мы, стал выкрикивать как можно более доброжелательные дурацкие фразы. «Мужик, иди к нам!» «Гоша!» Почему Гоша такие, не знаю. «Будешь чаю?» Друга так захватила эта игра, что он осмелел и приблизился к нему метра на 3. А меня вдруг снова охватила паника. А если он бросится на нас? Я не выдержал и резко свистнул. Существо плавными шагами стало удаляться. В его движениях чувствовалась большая сила и в то же время удивительная пластика и осторожность. Утром у ручейка, где брали воду для чая, увидели достаточно отчетливые отпечатки ступней огромного человека. Особенностью было то, что большой палец был оттопырен в сторону. У людей подобного не бывает. Когда мы начали сворачивать целлофан с шалаша, то с одной стороны обнаружили сильно примятую траву. Скорее всего, до того, как мы проснулись, он подходил к нам и рассматривал через прозрачный полог. В Новокузнецке рассказали об этой удивительной встрече нескольким знакомым и сослуживцам. Реакция была разной. Одни откровенно смеялись, другие сомневались, третьи завороженно слушали.